Республика Коми получила одобрение на федеральном уровне по количеству и качеству мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Наш регион в тройке лучших среди всех субъектов. Об этом рассказали депутаты Госсовета Коми на традиционной ежегодной встрече с парламентскими журналистами. За чашкой чая обсудили и другие актуальные вопросы. Пенсионное законодательство, обращения жителей, народные проекты. В Госсовете побывала и Ольга Коняева. Различные выплаты, санаторно-курортное лечение, земельный участок, компенсация платы за детский сад, бесплатное питание в школе для детей 5-11 классов, единовременная выплата при газификации жилья, бесплатная юридическая помощь. Перечень мер поддержки участников специальной военной операции и их семей в Коми постоянно пополняется. У нас на территории достаточно такое передовое, в этом смысле региональное законодательство. У нас уже 33 меры соцподдержки они введены. У нас создана, комиссия наделена полномочиями по разработке таких мер, то есть это целенаправленная работа. Любой конфликт, он, конечно, требует того, чтобы ребята, которые прошли горнило этих военных событий, их вернуть в общество, сделать так, чтобы они были, так сказать, полностью здоровы. При Совете Федерации страны создана рабочая группа по разработке мер поддержки. В нее вошел депутат Госсовета Андрей Климушев. Сейчас акцент на реабилитацию и социальную адаптацию бойцов. Участников специальной военной операции приглашают на военно-спортивные сборы, патриотические уроки в школы. С учетом 20 федеральных в Коми действует больше полусотни мер поддержки. На федеральном уровне была отмечена достаточно хорошая работа в этом направлении именно Республики Коми. Мы, что называется, были отмечены тем, что мы в призовых местах на 3-м месте по количеству и качеству предлагаемых и оказываемых мер социальной поддержки для наших участников СВО и членов их семей. Конечно, мы активно вовлекаем в том числе и наших участников СВО, которые вернулись для так называемой ресоциализации, то есть возвращаясь в мирную жизнь, мы предлагаем им, конечно же, и привлекаем активно для того, чтобы они занимались молодежью. Депутаты, как и другие жители Коми, объединились для помощи фронту. Собирают гуманитарку, помогают в отправке. Фракция единороссов в Госсовете региона каждый месяц перечисляет однодневный заработок в фонд «Добрая республика» на оказание поддержки бойцам. И если будет нужно, готовы выехать в новые регионы страны. Мы ездили с депутатами еще когда ЛНР не входила в состав Российской Федерации, когда она была отдельным государством. И ездили для того, чтобы нас попросили, причем свой личный отпуск. Это было, мы действительно оказывали консультации по поводу именно адаптации законодательства, которое действовало на территории Луганской республики, законодательства. Я в области образования, мои коллеги там, то, что касается предпринимательства, бизнеса, то есть вот таких-то. Это было необходимо, и мы по этой просьбе ездили. Но в первую очередь депутаты нацелены на решение внутренних проблем региона. Парламентарии постоянно на связи с избирателями на своих округах. Председатель Госсовета Коми Сергей Усачев отметил, что в прошлом году 46 предложений жителей Коми обрели форму закона. Ольга Коняева, Роман Боровиков, телеканал «Юрган». Во время парламентской встречи с журналистами в Госсовете отметили благодарственным письмом директора спецпроектов телеканала «Юрган» Евгению Розову за создание фильма «Большой человек». В фильме показана судьба поистине масштабного человека Ивана Егоровича Кулакова, который сочетал в себе качества организатора, хозяйственника, экономиста и политика. Он прошел путь от Сахи до одного из лидеров региона, депутата Верховного, а затем и Государственного совета Коми, председателя регионального парламента. В феврале этого года республика отметит 80 лет со дня рождения видного политического деятеля Ивана Егоровича Кулакова.